Да, я уверен, сегодня всех прослушивают. Мы все молчим, мы к этому привыкли. Мы хотим, чтобы исполнялся закон, а то, что президент не исполняет закон, нарушит, мы хотим умолчать. Мы вообще, как мы можем с кем-то сравниваться? Мы вообще беспринципные люди. Когда чиновники, лидеры нации ездят по всей стране и пытаются оправдать то, что оправданию не подлежит, вместо того, чтобы признать свою вину и сказать: да, я виноват. А между прочим, вот этот же сам президент Никсон, когда, несмотря на то, что не было доказательств, когда увидел, что такое напряжение в стране идет, и дело идет к импичменту, он сам подал в отставку и ушел, чтобы разблокировать органы власти, дать нормально работать, понимаете? А мы что делаем? Вы помните, Цепляемся всеми когтями за власть. Пытаемся защищать, оправдывать. Да скажите, не виноват, виноват, простите, может простит общество. Но когда вот так ты цепляешься всеми когтями за власть, тогда и реакция будет соответствующая. И я очень рад, что у нас происходят вот такие вот спонтанно снизу, несмотря на то, что мы не смогли организовать, что это в парламенте было, вот такие гейты тоже. Понимаете, паспорт гейт был, теперь этот лукаво гейт. Давайте упорядочим, сделаем нормальную систему для того, чтобы это не превращалось. Но эти обещания все в песок ушли, ничего не выполнено. И поэтому вот год назад, какой не год назад, да, вот когда кризис был декабрьский, позапрошлого года, предлагал я Хаджиба: слушай, давайте выйдем из этого кризиса, создайте это правительство народного доверия, где какое-то привлеките к власти, вместе давайте делайте. Нет, ничего не делали. Сегодня через год стоит перед теми же проблемами, как и тогда. И еще через год также будет стоять, если еще досидит до того.